Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз баягы эле ударение жөнүндө болмокчу. Тексттер аркылуу ударенияны кантип туура окуш керек деген сабак. Мисалы үчүн орус тилин окуганда ударение бир тамгага түшөт. Мисалы үчүн мына объявленный деп атат го, ошону объявленный деп айтпайбыз да. Яга түштү, демек калган тамгалары о болгон болсо а болот, е болгон болсо и болуп өзгөрөт. Анан я болгон болсо и болуп өзгөрөт. Анан ё тамгасына дайыма ударение ошол ё тамгасына түшөт. Азыр мен ошол мынаны окуп берейин. Бир текстте жаңылык экен, бирок Кыргызстан жөнүндө жаңылык да. Объявленный на Украине в розыск гражданин жестоко убил молодую девушку в подмосковных Мытыщах. Об этом сообщает московский комсомолец. Сообщает дегенде мына ши жумшак ши да булчу. Сообщает деп айтпаш керек, сообщает жумшак айтышыбыз керек, ши болуп атат. Сыщики вышли на преступника благодаря камерам видеонаблюдения. По данным издания 6 августа около полуночи 19-летняя гражданка Кыргызстана возвращалась домой из Москвы с курсов английского языка. Практически дойдя до своего дома, расположенного на Первой Крестьянской улице, девушка увидела, что из темноты к ней подбежал неизвестный мужчина. Он схватил ее сумочку и попытался вырвать редикюль из рук, но молодая особо начала сопротивляться, не собираясь расставаться со своими вещами. Тогда незнакомец одной рукой схватил ее за волосы, а второй начал наносить удары ножом в область спины. В этот момент мужчина заметил женщину, гуляющую с собакой, недалеко от дома. Испугавшись, он отпустил свою жертву и, ничего не взяв, скрылся с места преступления. Истекая кровью и громко зовя на помощь, девушка смогла дойти до подъезда своего дома и потеряла сознание. Ее крик услышала старшая сестра, которая выбежала на улицу и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь. Девушка скончалась до их приезда, а полицейские начали расследование. Убитой оказалась 19-летняя гражданка Кыргызстана, приехавшая в Россию в 2020 году вместе с мамой и сестрой, которые ждали ее дома. Вместе с ними в квартире проживала и их землячка. Баягы окуганыбызда точкага келгенде точка коюшубуз керек да, анан үтүр болгондо интонация башкача болот. Мисалы үчүн азыр ранее она устроилась на работу менеджером в частную школу по изучению иностранных языков и сама посещала лингвистические курсы. Курсы деп айтышыбыз керек бул жердечи. Курсы десе бул точка болгондо курсы дейбиз. Үтүр болгон болсо курсы. Откуда и возвращалась в столь поздний час. Точка болгондо поздний час. Интонация ушундай болуш керек. Откуда и возвращалась в столь поздний час. По факту случившегося следовательным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи УК РФ «Убийство». Спустя 10 дней камеры видеонаблюдения привели сыщиков к жилищу преступника. По горячим следам задержать нападавшего и установить все обстоятельства произошедшего не удалось. Как сообщила помощник руководителя ГАСУ СК по Московской области Анна Тертичная, точка да, точка эмес, ошон үчүн Тертичная, үтүр да, бул сүйлөм бүт элек, ошон үчүн Тертичная. Для проведения качественного и быстрого расследования уголовное дело было поручено опытным сотрудникам, специализирующимся по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Точка болду да, ошондо преступлений бүттү деген интонация менен беришиңер керек. В результате удалось установить и задержать 46-летнего гражданина Украины.
На допросе мужчина полностью признал вину. Он жил неподалеку и совершил убийство с целью ограбления. Неподалеку деп атат. Ошондо неподалеку деп айтпайт эч ким. Неподалеку эмес да. Не деп жазылат, ни деп айтылат. Подалеку дегенде па болуп окулат дагы. Ё тамгасынын үстүндө эки точка турбайбы? Ошон үчүн ал тамгага дайыма ударение түшөт. Неподалеку деп и совершил убийство с целью ограбления. Сабагыбыз бүттү ушул. Суроолоруңар болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Онлайн WhatsApp'тан деле үйрөттүм негизи. Ошондой суроолоруңар болсо жазсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.